годом, Тома! С Новым годом, Артем! С Новым годом, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в новом 2015 году. Тома, сегодня мы находимся в замечательном месте. Это ночной клуб 49. Ты не смотри на то, что здесь так тихо, это пока. Ночью здесь начнется грандиозная вечеринка. Здесь замечательная атмосфера, веселья, драйва и позитива. Новый год – семейный праздник. И я знаю, как круто можно провести его с младшими братьями и сестрами. Помнишь сказку «Вовка в тридевятом царстве»? Так вот, сейчас ее показывают в Остинском театре с 3 по 8 января. А 6 января в том же Остинском театре пройдет рождественский вечер с участием Джафара и Монтаны, вокально-инструментального ансамбля «Грейв» и многих других. Помимо этого, создатели проекта Grand Travel Alanya презентуют свой новый эпизод. Не пропустите! Море позитивных эмоций и только живой звук. С 1 января, дорогие друзья, в кинотеатрах нашего города будет премьера фантастического фильма «Седьмой сын» от режиссера Сергея Бодрова-старшего. Следы зла повсюду. Зверь объявился в наших землях. Я полагал, ты защитишь нас. Скучал по мне? Наш мир разделен между тьмой и светом. Ты седьмой сын седьмого сына. И чем мы занимаемся? С начала времен мы защищаем человечество. В арт-клубе Infinity в новом году также будут выступать наши друзья, группа Wild Honey. 3 января мы с тобой обязательно должны туда пойти. В детском театре Шаби по-прежнему показывают новогоднюю сказку в ожидании чуда. Тома, помнишь то место, где мы играли в PlayStation? Это плей-бар Маракана. Так вот, они отмечают там не только Новый год, но и бразильский Новый год. Ты можешь прийти, поиграть не только за сборную Бразилии в PlayStation, в футбол, но и испробовать бразильские блюда от шеф-повара. Давненько мы с тобой не были в литературной гостиной, в этом году точно. А ты знаешь, что 6 января там пройдет литературно-музыкальный вечер в ночь перед Рождеством? Ну и, собственно говоря, ночной клуб 49, то место, в котором мы сейчас находимся, будет радовать нас и всех любителей потанцевать вечеринками и корпоративами вплоть до 11 января, каждый день в клубе 49. 5 января в концертном зале ГГАУ молодежный театр «Амуран» порадует вас новой концертной программой. Сегодня у нас интереснейший гость, талантливый музыкант и исполнитель Карен Каджаян, он же Джафар. Карен, здравствуй. Бонжорно. Мы все долго ждали твоего выступления, и наконец-таки в Осетинском театре 6 января оно произойдет. Расскажи о подготовке к концерту. Наконец-таки, да, согласен с фразой «наконец-таки». 6 января в преддверии праздника Рождества христианского, значит, мы с друзьями, с хорошими друзьями, креативными, творческими людьми решили собраться и совместными усилиями организовать такое действо. Концертом его вообще не назвать, и мы сторонимся этого слова «концерт», поэтому ни слова о концерте ни в афишах, нигде в рекламе не будет. Это будет рождественский вечер. Очень плотно готовимся, потому что, в принципе, затеяли это все не заблаговременно, как обычно все нормальные люди делают, а мы к нормальным себя не относим ни в коем случае. Естественно, нам приходится это все в ускоренном, в экспресс-режиме это все делать. Штуковина получается очень интересная, должна получиться. Ну, как минимум, я могу гарантировать, что такого подобного еще не случалось у нас в пределах республики. Возможно, бывало круче, но это все было, я уверен, в 19 веке последний раз, или к концу 19-го, начало 20-го. Вот. Тогда хватало таких бунтарей и людей, не боявшихся ничего, Коста тот же. Вот. Нам есть с кого брать пример, да, живя здесь. И поэтому мы стараемся не отставать в этом плане. Как ты выбираешь свой репертуар? Ты делаешь то, что тебе нравится, или же ты знаешь, что 100% понравится публике? Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас. Не мой стиль и не стиль моих друзей подстраиваться
Мы все созидатели. Всех, кого вам предстоит увидеть на рождественском вечере нашем, это абсолютно до мозга костей творческие люди. А что важнее для тебя? Процесс подготовки к тому же концерту, вообще, в принципе, в работе, или же результат? От чего ты больше получаешь удовольствие? Не, процесс и результат – это что-то цельное. Но удовольствие больше я получаю от процесса, потому что от результата уже получают удовольствие или неудовольствие те, кто является свидетелем этого или кто там слушает. В процессе все самое интересное происходит. Недавно у нас в гостях был диджей Мэг, где он поделился своим мнением о том, что у нас в республике очень сложно куда-либо продвинуться в сфере культуры и танцев, музыки. Что ты думаешь по этому поводу? Я часто говорю себе про себя, естественно, одну фразу. Кто, если не ты? Старайся быть полезен там, где ты родился, где ты есть, где ты живешь. Никого я этим не пытаюсь осудить, или что тогда кто я такой, чтобы кого-то судить. Я не считаю жителей Северной Осетии некультурными. Как-никак, долгое время, насколько я знаю, Владикавказ вообще считался центром, культурным центром юга России даже, не говоря уже о Северном Кавказе. Многим приходится делать то, что им не очень нравится, ради того, чтобы дома было что поесть и иметь возможность нормальную елку на Новый год домой поставить. Но мы сумасшедшие люди, которые не думают о том, как заработать и где заработать, а думают о том, как заставить людей задуматься, как заставить людей улыбаться, как заставить людей думать о ближних почаще, о себе, о том, что я вообще здесь делаю, зачем это все мне нужно. Вообще, человечество уже достаточно развилось для того, чтобы от каких-то разных множества предрассудков себя уже от этого отходить. Не обязательно сегодня уезжать в Москву для того, чтобы заявить о себе. Если ты реально чего-то стоишь, ты можешь, сидя дома на диване, направив на себя вебку, заявить всему миру о себе. Я в этом убедился на личном опыте. Какими качествами должен обладать человек, чтобы добиться успеха? Помимо таланта. Упорством, бешеным, бараньим упорством. И умением слушать и не слушать. Не слушать надо уметь больше, чем слушать, мне кажется. Умение не слушать лишнего и упорство, и труд. Исходя из твоего образа, внешнего и стиля музыки, у многих твоих слушателей сложилось такое мнение, впечатление от тебя, такое своеобразное. Как бы ты хотел лично сам, чтобы тебя относились, чтобы тебя воспринимали? Хочет артист достойно выступить на концерте, где его будут встречать стоя аплодисментами. Так сделай, построй из себя то, на что будут реагировать вот именно так, как ты хочешь. Все зависит от тебя самого. Артист – это человек, умеющий перевоплощаться. В жизни он один, а на сцене он артист. Танцует ли он, поет, фокусы показывает, циркач он, кто угодно. Я не умею быть артистом. Я не буду улыбаться, если мне неприятно. Поэтому очень многое зависит от моего настроения. У артиста нет права на настроение. Когда он выходит, он работает на сцене. Я на сцене не работаю. Я вообще не работаю. Потому что работа от слова «раб». Исходя из того, что ты не раб своей профессии, чем ты любишь заниматься в жизни? Что тебе по-настоящему приносит удовольствие? Быть живым – это, по-моему, самое большое удовольствие в жизни. И последний вопрос. Если бы у тебя была возможность встретиться с любым человеком, когда-либо жившим на Земле, с кем бы ты встретился, что бы ты у него спросил? Я бы встретился со своим дедушкой, с двумя своими дедушками. Потому что мне кажется, мне есть что у них спросить, чего я не успел. И им было бы что мне сказать, пока было время. Я бы с дедушками со своими встретился. С Адамом бы встретился.
не с Адамом, а с Адамом, с первым человеком бы встретился и спросил бы его, это ты по образу и подобию его был создан? Это вот так он выглядит, я бы сказал.